Я приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства и приветствую нашего гостя в студии. Это Виктор Губарев, первый секретарь Якутского рискома КПРФ и вице-спикер Госсобрания Илтумен. Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день. И приветствую также моих коллег, журналистов. Это представитель интернет-издания Якутия-Инфо Денис Адамов и шеф-редактор службы информации радио НВК Саха Туяра Филиппова. Виктор Николаевич, у меня первый вопрос. Как вы вообще оцениваете результаты прошедших в республике выборов, которые у нас состоялись 13 сентября? Ну, прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что политическая реформа у нас не состоялась до сих пор. Она так и проводится. И одно из главных звеньев – это выборы, избирательная система. Ну, представьте, вот выборы в Государственную Думу, высший законодательный орган нашей страны, несколько раз менялся. И выборы 2016 года уже опять же будут по новому закону, где будут избираться депутаты 450. 50 на 50%. 50 по партийным спискам, 50 по одномандатным округам. Но это не объективное изменение закона и дополнение. Это вот в угоду политической конъюнктуры, насколько сегодня обладает весом партия власти. Ну, Единая Россия в данном случае. Вот они почувствовали в нынешнем составе Думы, они не имеют 2/3 конституционного большинства, поэтому решили изменить систему, ввести одномандатные округа, где решает вообще-то бизнес, деньги очень большие, информационные ресурсы, которые сегодня обладают вообще богатые люди, очень, в нашей стране. Это первое. Второе. Муниципальным выборам всегда обращалось очень незначительное влияние, хотя, в принципе, это основа всего местного самоуправления. Основа здесь закладывается вообще институт политической власти, политическая культура. Хотя понимаем, и почему не уделяется большое внимание. Потому что поселение – это 2, 3, 4 фамилии, особенно в нашей республике, представляет костяк населения. Тогда какой-то соревновательный процесс там организовать, чтобы соперничали семьи, родственные связи, очень сложно. Поэтому на это нужно было обращать большое внимание. Власть этим не занималась. Наоборот, она очень использовала это в своих интересах. То же самое в нашей республике. Политическая реформа не решила главный вопрос – фальсификацию, борьбу с фальсификацией выборов. И сегодня мы 21 губернатор избирался в Российской Федерации. И наши делали пресс-конференцию, Геннадий Андреевич Зюганов, да и представители других партий, Миронов, Жириновский, и все отмечали массу нарушений, массу нарушений. Поэтому и здесь тоже не внесли в закон, хотя предлагали коммунисты, чтобы ужесточить требования закона в отношении тех, кто хотел бы подделать выборы и фальсифицировать. Виктор Николаевич, вот все-таки вы считаете выборы в Якутии для КПРФ удачные или неудачные? Нет, я хочу еще раз сказать, мы не можем быть без отрыва политической вообще системы в нашей стране. Поэтому, если я говорю недостатков в целом Российской Федерации, это то же самое характерное для нашей республики. Ну, например, значит, я считаю, я, во-первых, поздравляю, конечно, тех, кого избрали. Я не говорю, что это все там ставленники партии России. Очень много вообще, почти треть – это самовыдвиженцы. Это люди, которые хотят служить вообще-то своим избирателям, выполнять, значит, наказы своих избирателей. Я не говорю, что это все, значит, плохие люди или плохие депутаты или главы. Нет, конечно. Я хочу поздравлять тот, кто выиграл заслуженные выборы и сегодня во главе стал поселения или же выполняет депутатские обязанности. Но это одна сторона, а вообще-то такие же сегодня нельзя быть довольным. Хорошо, что ввели на уровне поселения голосование против всех. И этим воспользовались избиратели, сразу же воспользовались. Почему они воспользовались в городе Алдане? В муниципальном образовании город Алдан, Беркакит, поселок Ленский, потому Виктор что Николаевич, вы от вопроса немножко уходите. Вот все-таки хорошо, для буду КПРФ, покороче. Для КПРФ вот эти выборы в Якутии, они удачные или неудачные? Вот, хорошо, спасибо за вопрос. Я просто конкретизирую свою мысль немножко. Что значит для нас количество, значит, или коммунистов, или, конечно, мы считаем коммунистов наиболее подготовленные наши люди с конкретной программой, но тем не менее мы поддержим любого
депутата, главу любого уровня, который действительно будет работать для своих избирателей, не будет, значит, там решать какие-то, свои проблемы и так далее. Проблем много. Поэтому для нас не сама цель добиться какого-то процентного отношения, не сама цель. Сама цель сформировать местную власть. А разве не цель любой партии политической? Конечно, борьба за власть, безусловно, борьба за власть, конечно. Но если мы понимаем, что человек, которого избирает, он поддерживает нашу программу, таких очень много. Это государственная, общенародная собственность на средства производства и на природные ресурсы. Это реформа налоговой системы, налогообложения. Поэтому в целом нет, удовлетворения большого нет от выборов. Не из-за того, что у нас прошло сегодня, значит, 16 депутатов, или же на главу заняли 2-3 место. Никто не стал из выдвиженцев Компартии главой поселения. Не только из-за этого, а просто сама система не ответила на важный вопрос. Виктор Николаевич, вот вы до сентябрьских выборов где-то заявляли о том, что будете поддерживать самовыдвиженцев и представителей из других партий, кроме «Единой России». Да? Вот кого поддерживали на сентябрьских выборах вашей партии? Мы в Нижнем Куранахе, там партия «Справедливая Россия», там шел от «Справедливой России», мы там не выставили своего кандидата. В Верхоянске мы не выставили своего кандидата. Они, в свою очередь, был кандидат от Компартии, там 2 было, один был коммунист, а одну от Компартии выдвинули Дьяконов, город Покровск. Они там не выставили. Вот прежде всего. А самодвиженцев, тоже были некоторые фамилии, которые пошли, люди самодвижением. От «Справедливой России» в основном, да. А самовыдвиженцев каким образом вы поддерживали? Всех же знают люди, всех знают. У нас партийные структуры есть. Значит, и в Усалданском районе, где были выборы, и в Татинском Улусе. Знаем же людей, поэтому ориентируем наш актив партийный, который работает с населением и говорит конкретно, что мы поддерживаем такого человека. Очень открыто всегда работаем. Да? А вот возврат в избирательные бюллетени графы против всех, да, на уровне поселений. Да. Изначально, когда принимался закон вернее, поправки, да, депутаты говорили о том, что это для того, чтобы поднять явку, для того, чтобы повысить интерес избирателей к выборам, да. Но на самом деле это каким-то получилось неким партийным оружием, да, судя по высказыванию того же «Справедливороса», да, то, что против всех они инициировали в Алдане для того, чтобы из-за того, что они там сняли кандидата их. И на ваш взгляд, что итоги выборов в 3 населенных пунктах, да, которые вы назвали, это результат партийной конкуренции или все-таки не подконтрольность территории или недоговоренность власти и партий, да, или еще что-то другое? Как вы оцениваете? Само поведение власти. Возьмем город Алдан, наиболее такой, более населенный пункт, да, по численности избирателей. У нас там не было кандидата своего. Там мы какие-то симпатии оказывали действующему, до этого времени. Бугай был главой. И он вышел из «Единой России» перед выборами. Просто в таких условиях он состоял, его сняли с выборов. 78 ему нужно было подписей набрать, и из них половина там. Разве можно представить, что 78 человек нормально не поставить свою фамилию, там, или точку, или что-то? Это совершенно надуманный факт его снятия. У нас не было кандидата, поэтому мы выступили с обращением, призвали всех избирателей. У «Справедливой России» там был свой кандидат, да, конкретно, а у нас нет. У нас здесь не было какого-то личного интереса. У нас действительно поступили и поступают с избирателями несправедливо, незаконно. Снимают по надуманным причинам. И сняли тех, которые расчистили Бабичу дорогу. Бабич вообще свое слово не сдержал. Я вам скажу, секрета большого нет. Мы встречались перед выборами. Он не вступил в «Единую Россию». Не вступал в то время. И когда пришел, он говорит, хорошо бы, если бы меня коммунисты поддержат. Мы говорили, есть отношения, у вас авторитет и так далее. А жизнь показала затем, когда ему предложила власть вступить в партию, он сразу вступил в партию «Единую Россию». Он почувствовал, что административный ресурс работает. Нет, так не получилось. Потому что уже народ воспользовался этим правом.
кстати, эта поправка в закон, это мы очень наставили на ней давно. Голосование против всех. Беркакит тоже сняли неугодных с выборов. Ну, в Это же большие траты бюджетных средств, повторные выборы. Да вы знаете, вот я вообще удивляюсь. Вот Усмайский район. Там 8 кандидатов было. Наверное, обратили внимание, там была Янторова Ирина, народный депутат. Скандалы, которые все время преследовали. Да, Геннадий Андреевич вообще занимается ее защитой чести и достоинства. Это одна, и второе, Геннадий Андреевич занимается, чтобы те недостатки, которых и она в том числе говорит от лица своих избирателей, все-таки разобрались. Сегодня правительственная комиссия работает сегодня комитет по противодействию коррупции при главе нашей республики. И вот там 8 человек было. Она снялась в пользу другого кандидата. Но там пригласили политтехнолога. Вот это первый случай на уровне поселения, где Тамтоса выиграл 300 голосов, за него проголосовал. Пригласили из Тулы одного политтехнолога, умника, извините, в кавычках, там, ну, знает закон, конечно, листает, этим все время подчеркивает, но ему заплатили приличные деньги. По разным слухам, я не знаю, я не называю его фамилию, называли сотни тысяч рублей. Для чего? Политтехнолог на уровне пациента. Для того, чтобы обмануть избирателей. Ну, для чего тогда приглашать? Там же всех знают, через улицу живут же. Поэтому большие затраты. Вообще это очень относительно. Не, Виктор Николаевич, вот, а насчет материальных затрат, то есть получилось так, что оппозиция, ну как бы КПРФ и «Справедливая Россия», они выступили за отмену выборов, грубо говоря. Да, и получится то, что выборы, будут повторные выборы и дополнительная нагрузка на бюджет. Вот на ваш взгляд, это вообще обосновано? А в чем, вы знаете, в чем? Все равно на организацию компактный город. Нет, а в чем нагрузка вообще-то? Компактный город. Почему? Там же 3 населенных пункта. Алдан, Беркакит и Ленинский. Нет, это имеется в виду, и другие. В том числе я имею в виду муниципальное образование города Алдан, муниципальное Беркакит и Ленинский. Небольшие затраты. Какие нужны? Комиссия работает, в принципе, почти на общественных началах. Листовки печатают там, это упаковывают свой политический продукт, это сами кандидаты. В принципе, все компактно. Больших отдаленных участков нет ни там, ни там, ни там. На всех 3. Поэтому минимальные затраты. А вот если бы поработала власть и чиновники для того, чтобы разъяснить людям, кто выдвигается, дать его биографию. Как раньше у нас агитучастки работали, агитационные участки, где человек пришел, мог и сверить свой список, и полистать биографии, посмотреть программы, и увидеть социально-экономическое развитие своего района. Как это и должно быть. Поэтому нет, затраты, я считаю, это не те, где можно сэкономить. Я не вижу больших здесь. На общественных началах у нас проводится. На общественных началах. У нас же актив очень большой, освобождается от работы и работает, значит, не получая за это зарплату из бюджета в основном. Виктор Николаевич, вопрос Да, Денис. Вопрос как раз связанный с прошлогодними выборами. Ну, вот эти выборы, да, и у них они перекликаются с прошлогодними выборами, потому что есть такое мнение, мы сделали опрос среди экспертов, политиков, депутатов. Есть такое мнение, что вот если бы графа против всех у нас была бы введена на уровне субъектов, да, то прошлогодние выборы, результат их, например, мог бы быть, как и на выборах в Алдане. Прошлогодние выборы имеется в виду главы республики. Вот на ваш взгляд, действительно ли такое могло бы быть, судя по тому, что очень большой процент голосов был отдан человеку, которого вообще люди не знали впервые, как чертик из табакерки. Березкина многие забыли, и бац, он большое количество голосов набирает. То есть, если бы была введена графа против всех, то, на ваш взгляд, что бы? Меня это совершенно не пугает. Вообще совершенно не пугает. Люди должны все взять, знать все, понимаете? Но меня вот другие вещи удивляют. Ну зачем тратить миллионы рублей, чтобы напечатать хорошие плакаты там, на финской бумаге, свою, я имею в виду себя, свою физиономию показать. Я себе говорю. Там, или еще что-то там сделать. Упаковать для чего это? Человек же должен показать реально свои дела.
Ну а если это не происходит, значит народ сомневается, значит надо голосовать тогда, когда народ будет убежден, что он делает правильный выбор. Сегодня нельзя, приучили уже, каждый голос имеет свою цену. Все подсчитывают, готовятся к выборам, считают свои деньги. А некоторые, кто в избирательных комиссиях работает, ну чего он пошел, у него же денег нет. А у него есть желание работать, у него есть авторитет, у него есть знания, у него есть желание работать. Вот поэтому это не пугает, что были бы повторные выборы и так далее. Значит, не все в порядке. В интервью нашему изданию ваш коллега по Госсобранию лейтенант Владимир Федоров прокомментировал, что последние выборы показали низкий уровень доверия населения вообще к самому понятию выборы, да? И как он отметил, это во многом связано с проблемой аффилированности всех политических партий с властью. Вот он так сказал. Он говорит, в качестве примера возьмете прошлогодние выборы. Вот цитирую, он говорит, что абсолютная аффилированность всех партий с властью. Возьмем, к примеру, прошлые выборы. Вот он приводит пример ЛДПР. То есть у представителей партии была возможность выставить сильных кандидатов, но они эту возможность, кто-то проигнорировал, кто-то откровенно как будто испугался, да? И вот он говорит, что вот возьмите коммунистов, что у коммунистов была возможность, те же коммунисты, которые выставили, вот его цитирую дословно, которые выставили настолько слабого кандидата, что сразу было ясно, что он обречен. Ну, то есть речь идет о вас, да? То есть он говорит, что, судя по его мнению, у коммунистов была возможность выставить других, более сильных кандидатов, но тем не менее вышли вы. И если бы дело было бы иначе, исход выборов мог бы быть совсем другой, да? Вот как вы можете прокомментировать такое заявление? Ну, я не хочу предполагать, если была другая кандидатура, может быть, результат бы был другой. Но сказать, в каких условиях я боролся и вообще, эти слова особо слабого кандидата, да. Но если посмотреть на те выборы, там же были и в других областях, да, в других областях были тоже выборы губернаторские. Я имею в виду в прошлом году, не эти выборы, да, в прошлом году, да. И там у меня было, где-то 5%, это около 5000 голосов, 5000 вообще голосов, да, 5000 голосов. И там в основном была партия власти, кандидат, и КПРФ. Вот 1 на 1 шли. Если бы не было Березкина, но Березкин здесь совершенно уже другую роль начал играть, абсолютно. Здесь много факторов влияло на его популярность и так далее. Народ действительно что-то устал от этой действующей власти. Потом у нас очень большая активность. Национальный фактор, куда бы ни уходить, все равно же он играет какую-то роль, безусловно. Это в хорошем смысле. Любой человек, он в какой-то степени, конечно, должен быть патриотом своей нации, безусловно. Да. И если бы я 1 на 1, Борисов и я, был бы другой результат. Но здесь, значит, вмешался Эрнест Березкин, да, и 30% набрал. Но это не говорит абсолютно о моей слабости. Вот сегодня посмотреть, авторитет, мы знаем, я знаю, насколько говорит о слабости человека, если его не замечают. Я в день где-то, получаю, я отвечаю на все звонки, стараюсь, получаю от 20 до 30 звонков о тех или иных проблемах. Люди ко мне обращаются, встречаются на улице, да, готов даже некоторые, можно с вами сфотографироваться. Я вижу, я же не в каком-то виртуальном пространстве, я вижу, свои самооценки завышенной у меня абсолютно нет. Например, сегодня Амурскую область возьмем. Амурскую область, там кандидат от КПРФ выиграл сегодня на 3-м месте. Кандидат от КПРФ на 1-м Единая Россия, на 2-м, значит, ЛДПР и на 3-м КПРФ. Он набрал 15%. Это 4000 голосов. Я набрал 5%, 5000 голосов. Поэтому, или, например, Ставропольский край, прошлый год. Ставропольский край, там мы рассчитывали на победу вообще. Там, так складывалась ситуация на победу. Он набрал 6%. Поэтому нисколько меня не обижает на слабый кандидат. Нет, абсолютно. Здесь субъективный фактор, наверное, какую-то роль сыграл. Но это
чисто объективные условия, в которых находился я. Кстати, когда выдвигали мою кандидатуру, я предлагал. Свои кандидатуры у нас их было 5 или 6. Ну, понятно, первый секретарь, на него, ну, конечно, складывается, если весь авторитет партии, где-то он на рубеже, он больше публичен, он выступает от лица партии. Ну, конечно, прятаться за чью-то спину, ну, нельзя. Ну, понятно, что узнаваемость, и, кстати, исследования показали, узнаваемость у меня очень большая, выше даже, чем у Березкина была, ну, по некоторым исследованиям. Поэтому и я предлагал, другие кандидатуры называл. А кого вы называли? Ну вот вы улыбаетесь, может быть, на слово узнаваемость, что ли? Нет, видите, узнаваемость. А вы кого предлагали? Вот вы говорите, Куличкин, Артемьев, Алексеев, Артур Алексеев, Георгий сами отказались, Артемьев. Да, конечно, все То есть можно отказались. сказать, что коммунисты... Нет, ну просто посчитали, что первый секретарь в этих условиях, мы знали, что вступаем в борьбу, знали, и где-то предполагали результат, ну, может быть, не 5%, конечно, повыше, но знали, да, и эти предложения просто не отказались, они, ну, в данном случае пусть защитить авторитет партии, пусть выступает первый секретарь, да. Виктор Николаевич, я не выдвигал свою кандидатуру, да, не Получается выдвигал. какой-то формальный подход, то есть участие, радиоучастие, но тем не менее вы... Нет. Вот мы с Туярой, я ее помню замечание, партия любая борется за власть. Какой формализм? Надо не уходить от борьбы. Не уходить. Не уходить. Ну, какой-то формальный. Даже что вы говорите? Это был телеэфир, была возможность у меня выступать, говорить о своей программе, о проблемах республики, о недостатках республики, о предложениях своих. Я провел десятки встреч, побывал во многих районах, хотя и так знаю. Поэтому эта возможность встречаться с людьми мы никогда не будем упускать. Никогда. И от борьбы не будем отказываться никогда. Поэтому, когда сложилось, что оставалась моя кандидатура, ну, надо было участвовать. Виктор Николаевич, вот у меня такой вопрос. Вот вам не кажется, что в последние годы КПРФ в Якутии, оно немножко проседает? То есть раньше была вторая по численности фракция в Госсобрании, это фракция коммунистов. Сегодня вы это место уступили справедливороссам. Нет сегодня ни одного главы района коммуниста. Глав поселений не так много. Но вот, на ваш взгляд, как вообще сегодня ситуация у КПРФ в Якутии? Нет, я не считаю, что проседает, абсолютно не считаю. Потому что, ну, наоборот, это единственная партия вообще в республике, которая имеет свои отделения в районах и которая работает ежедневно, которые люди обращаются туда с своими проблемами, приходят в местное отделение. В других партий нет, ни «Единой России», ни «Справедливой России». Ну, может быть, один, кто отвечает за эту работу, что-то там. А в таких партийных организаций нет. У нас в Вилюйском районе 200 коммунистов, в Усалданском тоже 200 коммунистов. Виктор Николаевич, но у вас есть, вы говорите, партийные отделения, которые работают, но это по факту не дает же результатов. Хорошо. А почему люди... Нет, Виктор Николаевич, вот Федоров, почему... Вот давайте но так. Люди же не голосуют в итоге за коммунистов. Но Федоров сегодня, ну почему? Ну вот Федоров, Володя, да, сегодня он от партии «Справедливая Россия» прошел. Но он же был во всех партиях. Он же был в партии «Единая Россия», и в гражданской платформе, по-моему, и, по-моему, в этой, и сейчас пошел, вот, как его считать, плюс или минус, кому ему поставить-то вообще, он кто? Я не знаю, кто Федоров. Так и другие, они сегодня меняют же, во многих партиях были. У нас нет, у нас такого нет. Ну и потом, ну что, результат? Следующие выборы, я думаю, что будут другие. Нисколько авторитет сегодня партии, нисколько, ну идет омоложение. Конечно, у нас... Безусловно, играет и объективный фактор. И объективно у нас ну, поколение взрослых, конечно, уходит. Здесь приходят молодые люди. Они, может быть, еще не обладают таким авторитетом, как было, скажем, в 90-е годы. 55 тысяч коммунистов было в областной партийной организации. 55 тысяч. Сегодня 2200 коммунистов. 1 миллион населения. В Хабаровском крае 2 миллиона населения. У них 1000 коммунистов. Ну, в других я не говорю, не буду называть другие. У нас по численности, это по убеждению у нас сегодня коммунисты, у нас численность не падает. Но где-то еще раз, ну, власти удалось, субъективный фактор, власти удалось сегодня, значит,
манипулировать общественным мнением. Власти удалось вообще выборы проводить при наименьшей явке. Власти удалось сегодня, имея информационный ресурс, значит, давать ту информацию, которую, ну, необъективную информацию, которую надо воспринимать за правду. Мы понимаем, сегодня у Путина авторитет 80% да, называют, да? Но это за счет присоединения Крыма и Севастополя. Только за это, а внутренние проблемы, которые исследования проводятся по внутренним проблемам, авторитет президента Российской Федерации очень низок. Что остается народ? Вообще, какой сегодня будущее? Сегодня лучшую программу предложила Компартия. Лучшую программу. И сегодня Компартии, ну мы же понимаем, сегодня сложно. Вот гражданский патриотизм. За нее же не проголосовали. За это, что за, я же вам привел один пример. Он сегодня там, завтра. Эта статистика ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Давайте вернемся к выборам. Да? Вы вот пример привели Усьмаю, да, где сработала политтехнология. Вот самовыдвиженцам на самом деле вообще очень сложно участвовать в выборах, да, потому что при действующем законодательстве как бы тем же политтехнологам снять самовыдвиженца это как пара пустяков, да. И в этом случае, вот, например, ваша коллега по Эль-Тюменю, руководитель профильного комитета Ольга Балабкина, да, она, комментируя ситуацию вот с графой против всех, высказала мнение, что стоит задуматься теперь о том, что нужно вообще в выдвижении кандидатов по партийным спискам, вообще нужно ли оно, да, и не лучше ли партиям поддерживать самовыдвиженцев, которые вот как бы, самые близкие к местной власти. Вот что вы по этому поводу думаете? Нет, конечно, совершенно с ней не согласен, абсолютно. Она одна из авторов закона, который вот нынешний состав сформировал, что у нас и сейчас партийных списков практически нет, потому что одномандатная округа 35, а 35 это партийные группы тоже, привязанных тоже к округам. Сейчас практически округа, и мы считаем это совершенно неправильно. Сегодня должны соревноваться партии. Одномандатные округа, это человек не может, действительно не может представлять, не может объективно оценивать ситуацию и вообще действовать в масштабах всей страны, а не только там в одной отдельно взятой территории, как один сказал, известно. Потемкинскую деревню не построишь. Все равно это должна быть государственная программа. Государственная политика, которая начинается сверху и до самого низа. С Верховного, с Государственной Думы и до поселений. Поэтому я считаю, должны быть партийные списки. И вообще 100% должны избираться по партийным спискам. Ответственность партии должна быть большая. А не так, как у нас сегодня шли по пути 4 партии оставлять. Сегодня 74 партии зарегистрированы. Размыть политическое поле. Нет. Сегодня, я считаю, это объективный процесс. Это когда, несколько партий. По партийным спискам. А вот, Виктор Николаевич, вопрос, вот, опять же, возвращаясь к прошлогодним выборам. Многие думали, что вот ваш такой союз, да, в 2013 году образовался с Матвеем Евсеевым, когда он установил памятник, и вот многие связывали с этим большую предвыборную интригу, что вот он такой пошел к вам навстречу, памятник Сталина поставил. И была такая версия, что действительно он пойдет на выборы от КПРФ, но что-то пошло не так. То ли вот ему сверху указка прилетела, чтобы он не шел с вами, не выдвигался от КПРФ, то ли вам приказали с ним не работать. Вот что на самом-то деле было изнутри? Можете сказать, почему вы... Конечно, здесь тоже секретов никаких нет. Во-первых, хочу добавить, что Матвея Николаевича мы вообще считаем патриотом и считаем крепким хозяйственником. И не только, что он поставил памятник Сталину, да? Он вообще-то руководит сегодня предприятием, которое показывает лучшие результаты. Это Алмаз-Анабара. Но у них сегодня средняя заработная плата за 100 тысяч. Там кадр работает под 80%, это кадры местной национальности.
Они очень хорошо поставлена профессиональная подготовка кадров, очень большие социальный пакет, социальные гарантии, люди защищены и очень много благотворительной деятельностью занимаются. Поэтому вполне было, значит, предложение, опять же, вот, чтобы возвращаясь к тому, что к моей кандидатуре, и я первый предложил рассмотреть кандидатуру его. Мы с ним разговаривали много раз. Он написал заявление о выходе из партии «Единая Россия». Сегодня закон не позволяет выдвигать от Компартии члена другой партии. Не решили вопрос с его членством до самого выбора. До самого выбора. Он сейчас, по-моему, не член партии. А тогда с «Единой Россией» он оставался. Его не вывели. Поэтому выдвигать мы его не могли от Компартии. А так публично я везде выступал и говорил, и в районах, что наша кандидатура, и изучали общественное мнение, наш актив партийный, все поддерживали. И если бы была законность, он соглашался, но оставался членом партии, его не исключали, зная, что если исключат, то мы его выдвинем. И он давал такое согласие. Вот только по такой причине. Ну, то есть можно сказать, что если бы вот такой не было манипуляции, да, такой искусственной, то есть это же нечестный метод борьбы. Ну, хотя, конечно, не было ли на него давления? Он, конечно, это же он зависит от компании «Алрос», да, что допустить, ну, на выборы он уехал. Ну, наверное, какое-то давление было с ним. Вы что, с ним не работали? Наверное, работали. Наверное, не хотели определенной силы, чтобы он выдвигался. Это сильная фигура, сильная политическая фигура. Но имеется в виду, что то, что он будет выдвигаться от вас, это был реально поставленный вопрос, который требовал только вот этого технического решения. Чтобы он... Совершенно верно, да. У нас все согласие было, мы выдвигали, собирали пленум до самого последнего. Вот завтра пленум, где меня выдвигали, а сегодня мы еще говорим и консультируемся. Да, безусловно. Если бы он пошел, это был бы тот вариант, на который мы рассчитывали. А на ваш такой, сейчас, конечно, говорится, после драки не машешь полками, да, и прогнозы делаю такое неблагодарное, но тем не менее, вот интересно, вот ваше мнение, как могла бы сложиться ситуация, если бы раз он вышел из «Единой России? Я думаю, второй тур был. Точно. Да, второй тур был бы, это однозначно, да. Угу. Виктор Николаевич, а вот уже Компартия в Якутии определила кандидатов на выборы в Госдуму следующего года? Ну, так обсуждаем этот вопрос и с Центральным комитетом партии. Ну, фамилии, как бы сейчас называть, но они это... Сейчас трудно как назвать какую-то фамилию, наверное, будет пока некорректно. Но вы сами будете баллотироваться? Ну, будем обсуждать все кандидатуры, будем советоваться с партийным активом и так далее. Ну, не исключена возможность, почему же? Не исключена абсолютно возможность. И я, и второй, и Куличкин Вячеслав Семенович, и любой из секретарей Компартии есть хорошие кандидатуры, даже, может быть, и сегодня не член партии, по одномандатному, там же по одномандатные округа и партийный список. Подход будет разный, конечно. По одномандатному округу здесь, ну, чувствуем мы, наверное, у нас и ресурсов и так далее не хватит. Может быть, даже мы где-то, скажем, какие-то будут другие варианты. Ну, сегодня кандидатуры и по одномандатному есть округу, и по партийным спискам обсуждаем. Да, не исключена возможность, если говорить обо мне. Как и о другом, любом члену партии нашем, ну, безусловно, который, скажем, более известен сегодня, работает и так далее. Виктор Николаевич, вот вопрос как к законодателю, да? Что, на ваш взгляд, нужно изменить в законодательстве о выборах, да? Ну, на уровне страны, на уровне региональном, муниципальном, да? Чтобы вот борьба там партийная была, ну, на ваш взгляд, справедливой? Ну, прежде всего, нужно ввести на федеральном уровне, нужно вернуться к партийным спискам. Не так, как сегодня. Нужно пересмотреть. Единый день голосования, сентябрь, уже ясно не подходит. Он больше продиктован возможностью, чтобы как можно меньше людей пришло. Сентябрь мы предлагали октябрь или ноябрь, конец октября или ноября. Нужно принять закон о наказах избирателей. О наказах избирателей, который бы позволял, ну, наговорили очень много. Ну, наша избирательная кампания по выборам главы где-то там
по 200 миллиардов вылилось, если посчитать в разные там предложения и так далее. Да? Сегодня закон 168, бюджет 168 миллиардов. Вообще, то есть надо отвечать за свои слова, и потом надо принимать закон. Нужно принять закон ужесточающий, который бы предусматривал 5-10 лет лишения свободы за фальсификацию выборов. За фальсификацию. Есть право, вот так проголосовали, так и должно быть. А сегодня фальсификация сплошь и рядом. Нужно пересмотреть обязанности органов исполнительной власти. Списками сегодня никто не занимается. Туда попадают люди, которых, извините, в живых нет. Иногда попадают. Никто не несет ответственности. Сегодня организация выборов – это должна быть государственная задача. Должно заниматься государство. И сегодня сократить, значит, личные средства, которые вкладывают в избирательную кампанию, должно государство проводить, брать на себя расходы в основном. Это вот на федеральном. На муниципальном выборе, скажем, на уровне субъекта нужно вернуться к той системе, которая была. Партийный список общий. С 1 там, по 25 или какой там, да. Не привязывать их к одномандатным округам, ни в коем случае тоже не переходить. И то же самое, вот то, что я сказал, на федеральном уровне. Ввести графу голосования против всех. Нужно ввести порог явки. Обязательно порог явки. 50%. Но не может быть, что 5-6% населения территории избирают, значит, руководство или депутатов, или главу. Такого не может быть. И еще самое главное, нужно посмотреть об отзыве депутатов. Отзыв главы. Вот главу сегодня можно избрать, 51%. Главу можно избрать сегодня, субъекта. Или губернатора, там, главу у нас, Илдархана, да. А чтобы отозвать его, нужно примерно собрать более 70% голосов. Нестыковка получается. Поэтому отзыв упростить нужно, чтобы избиратели могли сразу сказать: не справляюсь, до свидания. До свидания. Отзыв. Вот такие вот меры. А вот вы думаете, справляется, не справляется? Вот как раз в тему вопроса. Кто? Ну, вот вы говорите, не справляется, не справляется. Ну, я имею в виду вообще... А вот наш кого избирать? Вы сейчас говорите оценку дать главе республики? Ну да, прошел ровно год с момента выборов. Вы избрали нашу главу. Ну, с одной стороны, я вижу его график работы, да, и как законодатель, мы часто с ним встречаемся, как заместитель председателя Госсобрания Алтуман, я вижу, что, значит, он, очень плотный график, многие вопросы ставит перед федеральными органами власти, он отстаивает интересы, бывает во многих районах, встречается с людьми любой профессии, но вообще работоспособным. Желание работать у него есть. Это как плюс. Но есть и успехи. Вот я отвечаю, ответственен за работу Арктики, местного самоуправления, северных районов, коренных малочисленных народов Севера. Мы только за последние 15 лет приняли около 20 законов КМНС. Он этому вопросу уделяет очень большое внимание. Лично его инициатива создания Госкомитета по Арктике. Объявили год Арктики. Сегодня решаются многие вопросы Севера и Арктики. Он владеет обстановкой. Но какие недостатки, это не только личного характера, но и вообще проблемы в республике. Но прежде всего, вот я считаю, глава и правительство недостаточно сегодня работает с монополистами. Вот Якутуголь в свое время продали, значит, частным лицом, Зюзин, олигарх им владеет. Они по итогам прошлого года, 2014, не заплатили в бюджет республики почти 1 миллиард рублей. Налогов не заплатили. Какие отделались? Ничем не отделались. А это зарплата людей, это бюджет не получил. Сейчас они выплачивают, какую сумму я даже не знаю сегодня. Но вообще в пределах собственности, я считаю, глава республики и правительство должно поработать
Это не нравится федеральной власти. Но он же обратился с предложением о том, чтобы приняли поправки в законопроект, чтобы обязывать вот этих монополистов подписывать соглашение с республикой. А так, без этого обязательства они же разговаривать и не хотят. Нет, есть другой путь еще. Вот, кстати, Вера, совершенно правильно вы обратили внимание на то, что соглашение. Мы парламентские слушания, взаимодействие недропользователей и коренных малочисленных народов Севера, которые проживают. Мы сейчас законопроект определенный будет на федеральном уровне приниматься. Это наша общая инициатива. И главы, и депутатов Госсобрания ЛТМН. Об этом мы всегда говорили. И парламентские слушания в этом году очень такие интересные прошли практически. А есть второй путь. Если лицензионное соглашение не выполняет свои обязательства, не выплачивает заработную плату, не выдерживает объемы падают в Якутугле, а если Эльгу посчитать, там еще больше падает, значит, можно это предприятие национализировать. Другой путь. Он не нравится, конечно, олигархам, власти федеральной, но национализировать его. И второе, надо еще вот в главе, что не то, что не нравится, а что надо вообще в главе принципиально решать. Я считаю, его в том числе здесь позиция должна быть тверже. Не продавать нужно было акции Алроса. Не продавать. Это будущее наших детей. Сегодня только закон 25% позволяет нам сохранить. А мы же продали. Было более 40 владели акцией Алроса. Вот смотрите, сегодня они поработали хорошо. Это уже практически мы не владеем этим предприятием. Не владеем. И наш голос уже почти не слышен. А они по итогам первого квартала 10 миллиардов рублей дали дополнительных доходов. На разнице курса долларов. Просто на бумаге. Доллар подскочил, они же продают за доллары, и, соответственно, дали. С монополистами, первое. Второе, местное, вот все-таки местная промышленность не развивается, если говорить об экономике, не развивается. Глава так и не соглашается, вообще-то его конкретно не сказал, что закон о детях войны должен быть. Сегодня у нас более 40 тысяч категория людей, рожденные 28-й, 45-й год. Дети войны, нужно, из них 3,5 где-то тысячи не получают вообще никаких льгот. Нужно предусмотреть всем, какой-то нужен закон такой, во многих субъектах принят. Но здесь глава сопротивляется, нельзя давать льготы какой-то категории, да никакой. А сколько это стоит в деньгах? Давайте посчитаем, как в деньгах. Сейчас тут мы до сих пор и не знаем эти расчеты. 45 миллионов в месяц. Посчитаем, да. Примерно. Почему это много? Месяц. Это немного. Это же тысячи людей, которым сегодня уже... Виктор Николаевич, у нас время подходит. 4 вопроса последних, и хотелось бы короткие ответы от вас услышать. Да, понял. Хорошо. Что для вас политика? Образ жизни. Какое человеческое качество вы цените более всего? Справедливость вообще, сопереживание к окружающим. Нельзя пройти мимо проблемы, мимо беды человеческой. Нельзя отмахнуться и чем-то и так далее. А какой считаете самым отрицательным? Самое отрицательное. Вообще-то их одним качеством. Самое отрицательное, да? Вообще-то, ложь прежде всего. Как это самоотрицательным? Самоотрицательным, наверное, без пафоса. Просто не любить свою страну, не любить тот мир, в котором ты живешь. Вообще жить какой-то... самым отрицательным. Не любовь, не быть патриотом своей семьи, по отношению к близким, по отношению к людям ты живешь, территории. Равнодушие ко всем, я считаю, самое плохое. И вспомните самый счастливый момент в своей жизни. Самый счастливый? Самое... если говорить о личной жизни, у меня 3 внуков, хорошая жена. Мы поженились на севере в 1974 году, мы с ней сейчас. Наверное, эти события, рождение детей моих. Да, У вас 2 дочери, да?
Нет, у меня сын и дочь. сын. Сын и дочь, да. Ну вот это прежде человеческие такие качества, да. И самое счастливое тогда, когда, люди оценивают твой труд, отношение людей положительно к себе, конечно. Вот это тоже, это я всегда, конечно, моральное удовлетворение испытываю. Да. Это был Виктор Губарев. Спасибо, Виктор Николаевич, что пришли. Хорошо. Спасибо.